То есть, вот мне бы хотелось, чтобы у молодых людей было понимание, что не Удмурткинеш стоит над всеми, а это такая же низовая общественная организация, которая, ну слава богу, хоть она есть, которая битая всю жизнь, сколько лет она существует, она битая. Ни одному президенту, по-моему, нормально доработать не дали, тоже постоянные были накаты на президентов, постоянно, значит, исполкома ассоциации битые, потому что ничего не делается. Но сейчас будет, может, кому-то легче, если из состава правительства меньше, ну, уберут тех удмуртов, которых в интернете тоже называют, что ничего не делают, сидят там, власть облизывают. Может, от этого легче будет кому-то. Ну, то есть, не всегда получается так, как хочется. Хотелось бы лучше, но не получается. А можно уточнить в процентном соотношении количество инициатив, переданных Удмурт-Кинешем в властные органы, и количество реализованных проектов? Я сейчас не скажу, потому что я то есть передо мной не ставила задачи, я не подводила ни статистических данных, ни Вы же примерно в курсе работы Нет, вашей я организации? сейчас не могу сказать. Хотя бы половина инициатив она осуществляет? Нет, к сожалению. Здесь мой тайный советник, он так и подчеркнул эту проблему, что вот этот вот разговор, который Татьяна Витальевна ведет, он морально устарел. То есть сегодня нужно говорить языком цифр, языком отчетов. И мне кажется, вице-президент Удмурт-Кинеша должен обладать информацией, хотя бы вот вы говорите, давайте говорить о позитиве. То есть это позитивная информация, что мы сделали конкретно, она должна быть всегда в голове. Мне так кажется. Во много кажется и правильно кажется, наверное. Вот. К сожалению, нынешний вице-президент не владеет такой информацией в процентном соотношении. Спасибо. А может еще один вопрос, Паша? Паша, как я понял, ты предложил и выдвинул свою кандидатуру, в принципе. Вот о позитивных, если изменениях говорить, выдвинул свою кандидатуру. Позитивный президент. Позитивно выдвинул позитивную свою кандидатуру на роль того, кому удмуртский народ доверит, грубо говоря, свои финансы, да, чтобы какие-то проекты реализовывались. Я правильно понимаю? Это так и есть. И готовы ли Татьяна Витальевна в лице Удмурт-Кинеша, собственно, как-то этот вопрос вытащить и обсудить, и принять какое-то решение по этому? Как я могу быть готова, если у меня кворум недоверия? Вот у нас Паша, которому все доверят, и, пожалуйста, пусть делает, собирает. На самом деле, да. То есть, проекты. Я думаю, что хорошие получатся проекты. Я был бы прикольный президент Удмурт-Кинеша. Евгения Сундукова. У меня есть пара комментариев и, может быть, несколько вопросов. К вопросу о том, насколько Удмурт-Кинеш готов сотрудничать с мозгами, да, Семен? Вот я хочу так сказать, и я себя, с вашего разрешения, к этим мозгам немножко отнесу. И хочу сказать, что это, скорее всего, для вас, для всех не секрет, что Татьяна Витальевна обращалась к нам и к Алене Петровой обращалась, Алексей Шкляев тоже не даст мне соврать, что шаг со стороны Удмурт-Кинеша в нашу сторону был. Паша не смог прийти тогда. Паша, да, кстати, ты не смог прийти. Никто не обращался. Да как мы созванивались с тобой, ты не смог тогда. Действительно, это собрание было. Я слышал от тебя, что оно было, но меня никто не приглашал. Это честное лицо. Это собрание было, где Татьяна Витальевна выразила готовность. Она... Так ведь, Леша? Я думаю, что вы не дадите мне соврать. Она сказала, что если у вас есть готовые проекты, если у вас есть идеи, Удмурт-Кинеш, он готов сотрудничать и он готов помочь. Леша, такое было? Встреча была. Ты ушел пораньше. Да. Нет, я вам скажу, вот посмотрите, они все время, вот Леша, даже вот опять так, не буду переходить на личности. Давайте, когда... вот подожди, Женя, я прерву. Я больше верю в роль личности в истории, да, и поэтому давайте переходить на личности. Да, ну хорошо. Алексей Шкляев, когда обсуждался вопрос, да, о дне родственных языков, и Татьяна сказала, что если есть идеи, приходите. У тебя был билет в кино, ты ушел, тебе это стало неинтересно. Так ведь? Нет, просто очень характерная деталь, как готовятся все удмуртские мероприятия. Во-первых, они проходят в большинстве своем добровольно-принудительно. Или... ты не захотел сотрудничать? Нет. Почему? Нет. Это очень вольная и некрасивая интерпретация. Я не был ознакомлен с повесткой мероприятия. Мне просто сказали, что приди, пожалуйста, есть некий секретный верочкон, некий секретный разговор.
Ну, разговор. Повестка, время было неизвестно, поэтому я подумал, что 2 часа, которые я отвел на встречу, будет достаточно. Я и так уехал оттуда на такси. Вот. Но готовность работать в Удмурт-Кенеше, призыв к сотрудничеству был? Он был, да. Единственное, Скажи. очень хорошо, что такая встреча была. Единственное, жалко, что она была не запротоколирована. Ну и стоит оговориться, что это был повод все-таки предвыборный. Да, да. То есть ты, в том числе, ты очень много минут, 10 как минимум, говорила о том, какая предвыборная ситуация в университете, о том, как относится к партии «Единая Россия». Нет, но Татьяна Витальевна же предлагала, она тем не менее предлагала, она говорила, что если у вас есть идеи, давайте работать вместе, сказала Татьяна. Да, Полтора часа обсуждали. Вот, Алексей, я не понимаю, почему вы всегда переворачиваете, вот, ну, как вам выгодно. Я не умею разговаривать на таком языке, поэтому я себя неловко здесь чувствую, честно, вот, ребята. Честно, если я не привыкла так, я не воспитана так. Как есть, так и говорить. Да. Но надо... Факты вы просто подаете так, как вам выгодно. Это здорово, вы пришли в школу, видимо, хорошую, пиара там или еще что-то. Мы 1,5 часа говорили о том, что нужно в Удмурт-Кенеш внести, какая ситуация в Удмурт-Кенеше, как мы будем, значит, как мы можем работать. Потом единственное, поскольку это было в рамках не предвыборная, а была ситуация, я спросила, какое настроение у молодежи. Никакой агитации там не было. Агитации не было, то есть просто... Просто настрой. Это было буквально минут 10. Потом мы продолжили дальше общение уже по поводу конкретных мероприятий. Просто предвыборная кампания... Ладно, давайте дальше. Да. Все понятно. Да, и еще комментарий. Вот, Паша, в начале своего разговора ты сказал, что Удмурт-Кенеш, вообще деятельность Удмурт-Кенеша строится на междоусобщике, да, что есть определенная такая группа людей, которая все решает. Знаешь, у меня сразу такие параллели возникли. Я вспомнила дискотеки вот здесь в Авиаторе, вот тут рядом, да. Так, поднимите руку, кто здесь был в красной комнате в VIP-зоне, которая была в Авиаторе? Честно. Когда? Ты как раз туда и входил, в эту VIP-зону. И я хочу сказать, ну, когда эти дискотеки в Авиаторе были, так это закономерность любой организации, понимаете? Что есть определенный костяк, который это все делает. И мы все знаем, что вход в эту VIP-зону был позволен не для всех. И очень большая группа людей, которые приходили потанцевать в Авиатор, они очень возмущались, что почему это мы должны просто танцевать, а есть отдельная комната, куда там Сундукова зайдет, Зангарик, Ручкиной зайдет. Можно И так далее. Женя, я сразу реплику Это с вашей стороны. Разрешите, пожалуйста. Вечеринка в Авиаторе — это частная инициатива Паши Поздеева, которая не представляет удмуртский народ. И то, что Юмшан Промо — это Паша Поздеев. Это не общественная организация, которая действует в соответствии с уставом. И на вечеринке, как на любой вечеринке, всегда есть богемная тусовка, которая эту вечеринку делает, и вокруг которой это все происходит. Но вот здесь мы имеем... Нельзя сравнивать вот это с этим по одинаковым критериям. Ну потому что мы можем точно так же. Нам говорят, не сравнивайте нас с государственными органами. Почему мы сравниваем тогда частные инициативы с общественными организациями? Мне кажется, это совершенно неверно. Это мое мнение со стороны как человека, не причастного к действию. Даже я понимаю вот эту параллель, и, может быть, даже где-то ее принимаю, но, Женя, здесь отличие еще вот в чем. То есть на следующий день после вечеринки я предлагал всем желающим деньги в размере стоимости входного билета, чтобы они выразили свое мнение, как они сходили, что они там увидели, чего им не хватило там. То есть за то, что они меня критиковали, я им предлагал, ну, вот я говорю, то есть они на следующий раз, ты покритиковал меня, и в следующий раз ходишь бесплатно. То есть это, мне кажется, элемент вот открытости, о которой я говорю. А здесь же, здесь вы посидели, не вы, состоялся Пичекинеш, что там обсуждали, как там обсуждали. То есть мне туда вход закрыт. Я не хочу туда, именно туда. Я хочу просто знать, о чем там обсуждается и каким образом то, что там обсуждается, будет, ну, как бы вот направлено в народ или еще куда-то. То есть, вот. Понятно. И третья моя реплика, некоторые мысли относительно удмуртских мероприятий, которые отражаются вообще в социальных сетях, ВКонтакте, вообще в интернете. Вы знаете, у меня почему-то создается такое впечатление, что когда определенные люди идут на удмуртские мероприятия, они заведомо идут с негативом, они заведомо черпают оттуда негатив. Мне так настолько интересно, почему-то, ну, может быть, они это не замечают, может, они не видят. Есть мероприятия, которые проводят Удмурт-Кенеш с положительной, да, вот,
шкалой. Но почему-то вот прям систематически в интернете, ВКонтакте выкладывается все, что позиционирует Удмурткинеш только с негативной стороны. Вот для меня вот это непонятно. Я даже не знаю, кому задать этот вопрос. Почему это происходит. Я администратор группы Удмуртлык, и я слежу за тем, что там выкладывается. Вот почему это происходит? Почему? Или вы заведомо провоцируете народ, да? Может быть, вы ждете каких-то других откликов или чего? Вот. У меня такое создается впечатление, что мы искусственно нагнетаем вот эту ситуацию, да, и людям в очередной раз показываем, насколько все у нас плохо. Ну вот в частности, если брать Удмуртлык, то там идет информация не без оценочных суждений. Там прошло и прошло. Скорее всего, я и понять не могу, откуда берется вот этот вот пример постоянно, что мероприятия осуждаются плохо. То есть, вот приведите мне пример. Если... Паш, а посмотри на комментарии вот эти. И очень часто эти люди сами не присутствовали на этих мероприятиях. Вручение премии имени Эрика Батуева, например. Ну, с первой, что было. Вручение премии. Было очень позитивное мероприятие, хорошее, пришло столько народу, люди. Там же было не про мероприятие, там про премию. Шли претензии непосредственно к премии, как институту. Нет. А не про мероприятие. Ну, по крайней мере, было подано, что как мероприятие наши активисты расценили это так, например, и те, кто проводили, и те, кто участвовали, и те, кто участвовали в самом конкурсе. И риторический вопрос, вот как Татьяна Витальевна, так и Паша. Я долго думала об этих членских взносах, переваривала, когда еще вот это была идея. Паш, не приведет ли это вообще к расколу? А это не приведет к расколу, если организация будет обладать авторитетом. Ну, ты понимаешь, даже в семье, в очень крепкой семье, на всю жизнь ссорятся, например, брат с сестрой, если дело доходит до финансов. Если у них папа хороший, у них всегда помирит. Не всегда. Папа. Мы решили, что Паша это может сделать, а пока это, я тоже считаю, но что... у меня очень такой большой страх, вот просто страх, что будет мощный раскол, мощное расхождение, и вообще мы сведем на нет даже то, что у нас хотя бы есть. Нам вернее вот рыщик вот Удмурткинеш аз пушказ гне уланы кулева шурса дарам помоща. Интернете потоноке адам евел, что то наш адами. Малке швоно ари отче потыпте земзена кылде сыче югдур аз кым пушказ гне улекат. Значит, интернетын берашко ашселыш был кдёстес одик адами осверало, а татын кычыкана ужат дёс кутышконо тоже аспан нас гне. Огажи карышкон понна куле шеттыны сыче адами ес, наверное, шы адами шурос ашме пылым, шы адами ес кудис Удмурткинешен волче огя калыке потол. Мукетыс мынам туш шулемез башкари. Вот Татьяна Витальевна куда шуя. Умойлештен туртышкодна одной шуро солы пумит верандел. Одной кандатазы Марселыш салот, одной кандатазы. Ченгешитек, споряшкитек, огажияшкыны углу. Огажияшкон понна, ченгешыны кула. Санта юмбегне кваретон шуамыны был. Кваретонса жучкыны кыжы бердишке. Упреки или претензии. Вот кычкыны претензии сосы вераны кула. С огогде валаны тыршысак. Сотек огажияшкыны углуна кыжына.